Даже Турция ошарашена этим конфликтом. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие важные события и заявления были для Таджикистана. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с конфликтом на границе Кыргызстана и Таджикистана, сообщает агентство Анадолу. Мы надеемся, что эта напряженная ситуация между двумя дружественными и братскими странами будет немедленно прекращена, без какой-либо эскалации, и что проблемы будут решены мирным путем через диалог, говорится в заявлении ведомства. На кыргызско-таджикской границе 14 сентября началась перестрелка между пограничниками двух республик. После переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана она прекратилась, но 16 сентября перестрелка продолжилась. Они вновь договорились о прекращении огня, и 17 сентября все пошло заново. Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, Кыргызстан возобновил стрельбу из всех видов тяжелого вооружения. По населенным пунктам Таджикистана, заявил пресс-центр пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан. Как вы относитесь к тому, что об этом обеспокоились уже и другие страны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А по состоянию на 12 часов 17 сентября 2022 года ситуация на линии государственной границы Республики Таджикистан с Кыргызской республикой оценивалась как относительно стабильная, но в отдельных случаях со стороны военнослужащих Кыргызстана нарушаются требования прекращения огня, сообщалось тогда в пресс-центре пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан. Наряду с этим наблюдается размещение дополнительных военных сил и средств вооруженных сил Кыргызстана на границе и укрепление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям кыргызских военнослужащих с целью дестабилизации обстановки. Республика Таджикистан является сторонником восстановления безопасности и стабильности на границе двух соседних стран, направляет все свои усилия на проведение переговоров и разрешение конфликта дипломатическим путем, говорится в сообщении. Также ГКНБ Республики Таджикистан сказала следующее: вызывает тревогу, что Кыргызстан с использованием военных вертолетов и ударных беспилотников совершает воздушный налет на жилые здания и гражданские объекты Таджикистана. В беседе жители Джамаата Овчи-Кальяча подтвердили, что несколько жителей Джамаата стали жертвами удара кыргызского беспилотника. После сообщения о прекращении огня жители Джамаата вышли на улицу, и в это время кыргызский беспилотник нанес удар по людям. В результате пострадали более 10 человек. Удары с беспилотника наносятся по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Об ударах кыргызских БПЛА по жилым домам и объектам инфраструктуры сообщают также жители поселка Шуроп, города Исфара. Кыргызские беспилотники наносили удары утром и после полудня 16 сентября. Разрушены десятки домов, множество пострадавших среди мирного населения, сообщили жители. Как вы относитесь к тому, что Таджикистан только укрепляет свои вооруженные позиции, и к тому, что теми байрактарами, которые были закуплены в Турции, они наносят удар по местным жителям? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.